жиналған қауым. Міне тағы бір оқу жылы аяқталып, біздің мектебіміздің 13 түлегі бүгінгі салтанатты жиында балалықпен, мектеппен қоштасқалы тұр. И нашу школу прославлять, как Алекс. Қошеметпен қарсы алайық. Умеет ловко забивать к военной службе. И помощь у нее слова такие. Скажешь, дети поймут. И вот от деликатности застенчив немного. Дружить умеет и за помощь прощать. Қошеметтеріңіз. Шақырмады. Қошеметтеріңіз достар. Добрый вечер. Во-первых, уважаемые родители, мамы, папы, хочу вас поздравить. Сегодня ваши дети окончили. за особые успехи в изучении предмета информатика. Бәрекелді, шын жүректен құттықтаймыз және ортақ суретке түсуге Тастанбек Батыров. Солнце в ладони твоя, красные облака, вечер таял в спину, я с тобой отпускаю и в небо улетает с желтыми листьями наше прошлое лето, с телефонными глупыми письмами отпускаю и слезы высыхают на ресницах, ну как же синие звезды. Я опускаюсь вниз и поднимаюсь с неба, я не могу понять, был ты или умными глупыми письмами. Сегодня последний звонок, отучились в школе нашей, отвечая последний урок, что готовится два роковая и какие зимы судьбы. Мы живем на тебя уповая и лишь ждем, что подскажешь, что ты хочешь. Что сказать? Даже загадка на камеру. Что нашел? Нашел волшебную шапку Какую шапку? для чистоты эксперимента. Моей одежде, да. Наставник Булатовича Тароси спустя 10 лет.
Автомат, естественно, когда мы работаем на пришкольном участке. В тишине постучалась в двери. И снова вы Всем вокзалом поезда ходят дальние края. добра, что хватит обогреть 10. Мы вам за это бесконечно благодарны. Да, все любили потрудиться. На роду им всем дано. Вот что определено. Быть грамотным в округе и держаться друг за друга, чтоб у всех были дети и умнее всех на свете. То есть мы. И не один, а целых 13 учеников. Чтоб без дела не слоняться, молвит первая сестрица. Спать мне некогда ложиться. Я считать их научила, умножать и вычитать. Да они без напряжения могут корни вычитать. Ей вторая отвечает. А мои стихи читают, пишут грамотно и чисто. Могут быть и медалисты, есть, конечно, исключения. С ними вечно приключения. Третья голову склонила. Я своих и так любила, но зато спортсмены сила. И приятно, и красиво. Сяду проверять тетрадки, там работы как на грядке. Пишут, черт не разберет, двоек целый огород. А мои? Мои! С каждым днем умнее и краше. В пятом классе озорные. Что, заметно поумнели? Нет, теперь на шею сели. Кто проспали? Кто влюбились? Кто с уроков испарились? Да за ними глаз да глаз. Утомили они нас. Дорогая наша, любимая Наталья Леонидовна, наша вторая мама. Спасибо вам за теплоту, за вашу доброту и понимание. Вы были с нами на протяжении всех 7 лет. Проводили с нами больше времени, чем со своей семьей. Давали самые теплые эмоции. Отдавали частичку своей души каждому из нас. Любили, ценили и уважали. Вместе мы прошли огромный путь. Ругались, мирились, плакали, смеялись. Это все останется в нашей памяти навсегда. Вместе с вами мы менялись, становились лучше. Благодаря вам. Вы стали нам второй мамой. Знаете нас лучше всех. Ник, пусть в вашей памяти останутся только хорошие воспоминания. Благодаря именно вам школа стала для нас вторым домом, а класс – настоящей семьей. Вы у вас и у нас будет нам напоминанием. Мы обещаем вас никогда не забывать. Спасибо вам за все. Мы очень вас любим. Событие вручения премии «Золотой стержень учителя». Конечно, я волнуюсь не меньше вас. Ну что ж, открываем конверт. Итак, номинация «Ваша служба и опасна и трудна». Через бури и туманы, день и ночь вести корабль. Вот задача капитана, покоряющего даль. Берегли вы наше счастье и надежду, и мечту. Пусть обходят все напасти нашу школу за версту. Эти слова могут быть подойти, в общем-то, каждому из педагогов, но в большей степени одному человеку. Кто же это? Это руководитель школы Мухтар Дастан Бекбулатович. Спасибо, не ожидал. В номинации «Титанический труд» за умение вовремя снять напряжение, как на уроках, так и во всей школе, награждаются заместители директора по учебно-воспитательной работе. Бимузинова Гаухара Буловна. Кто-нибудь может мне объяснить, зачем в 10 и 11 классе классный руководитель нужен? Как зачем? Как зачем? Кто на рассвете разбудит и нежным ласковым голосом скажет, что первый урок начался уже 15 минут назад, что ко второму нужно быть как штык? Потом в 4 классе, когда мы уже с ними расставались, с этими шумными, буйными, умными и веселыми, я все время думал, какую же песню спеть нам на прощание с 4 классом.
и придумала одну очень старую пионерскую песню «Орлята учатся летать». Может быть, вы помните? Они так ее вопили на весь микрорайон, что аж в соседних домах, наверное, люди подпрыгивали. И говорит: что же ты не идешь домой? Ты же намокла, неужели тебе не страшно? А она ей ответила: мама, ну почему мне должно быть страшно? Смотри, как я красиво танцую, а небо меня фотографирует. Еще вчера в классе учились моем. Еще вчера не знала о том, как трудно будет мне расстаться с вами, и новости читать день за днем. Скажите, когда теперь увидимся вновь? Ведь связывает нас всех любовь. Но надо нам сказать еще о самом главном, друг другу еще несколько слов. О, Премия «Золотой стержень учителя» удостоены. На сцену вызывается победитель в номинации «Неиссякаемый источник энергии и добра», магистр интегралов, король параллелепипедов. Вот и расстается наш класс. Часом кажется минута. Самый-самый-самый наш последний урок. На него придем точно в срок. Будет самым важным, и, конечно, для нас. Скоро разлетится наш дружный класс. Стараемся хотя бы все, что было, нам не забыть. Выпуск это самый-самый наш последний урок. На него придем точно в срок. Будет самым важным, ну, конечно, для нас. Скоро разлетится наш дружный класс. Кто про службу не устал, жаль, из школы не уходит. Толком так не пострелят. Ваш урок мы обожали, и поверьте нам, друзья, сей предмет мы будем помнить даже 40 лет спустя. Диагностировать болезнь, лечить больных. Что это хлеб? Пишет профессор или выпускник, он зря попал. Давайте инструмент и затянем песню «Дружба». Мы под аккомпанемент. А напившись на прощание, будем вас благодарить, и тебе часование нелегко переносить. Позвони мне, ради Бога.
Поэтому хочу поздравить вас и ваших родителей с окончанием средней общеобразовательной школы и пожелать вам всего самого-самого наилучшего в вашем дальнейшем пути. У вас всегда было хорошо, чтобы вы поступили туда, куда вы желаете, чтобы оставались вот такими. Как его зовут? Ты будешь звать его мама. Папа и мама – главные люди, лучшие люди на нашей земле. Если вы рядом, знаем, что будет спокойно по жизни и мне, и тебе. Ваше тепло холод лютый согреет, крепкие руки поддержат всегда. Сердце родное, когда заболеешь, вылечить сможет тебя без труда. Дай же вам подлинной жизни, здоровья, блеска, задора в счастливых глазах. Сейчас, оканчивая школу, мы хотим от всей души и от всего нашего сердца поздравить наших мам и пап. Дорогие, поему он шел к чему-то понял. Конечно, как наука, а где? И ролики. Что сделаем? И решили мы в ночной клуб сходить. Мы столько лет знакомы с вами, и вы все знаете про нас. Как хорошо, что вместе с вами. Вы улыбаетесь сейчас. Мы не прощаемся с вами. Мы говорим до свидания! Я запомню каждого, кто был со мной. Давайте вместе не будем забывать. Здесь была моя первая любовь, здесь были мои первые друзья. Ай, невыносимо, как будто мои раны становятся все шире. Ай, и в этом новом мире нам не потеряться, остаться молодыми. Как капают слезы на полном серьезе, мы выпускаемся в осень, и нам вообще все равно, что будет дальше. Я запомню каждого, кто был со мной. Давайте вместе не будем забывать. Здесь была моя первая любовь, здесь были мои первые друзья, здесь были мои первые ошибки, здесь были мои страхи и мечты, здесь были лучшими и непростыми, здесь были я и ты. Здесь были я и